познакомились между собой и с организациями вашего региона, и для выстраивания горизонтальных связей. Поэтому Управление общественных связей желает вам эффективной реализации данного проекта и эффективного сотрудничества всех организаций, участников и долгосрочного сотрудничества. Благодарим, и мы вот сейчас на этой площадке видим такое очень хорошее объединение усилий власти и общества, да, это здорово, особенно в наше время, когда нам точно нужно быть сильными, ресурсными, устойчивыми. И мы сегодня, я думаю, что никто не будет против, что мы начнем с презентации нашего региона. Какие мы? Наша страна настолько большая и необъятная, мы находимся на Дальнем Востоке. Конечно, мы с одной стороны на периферии, но с другой стороны я считаю, что мы уникальный регион. И наша задача вас сейчас смотивировать, вдохновить для того, чтобы вы приняли участие в наших образовательных модулях, взяли на вооружение наши практики и технологии и с возможным обменом и приездом друг к другу в гости. Почему бы и нет? Да. И что касается нашего региона, как я сказала уже, у нас холодно, мы далеко. Володя, сверни, пожалуйста, нам не видно презентацию. Да, мы далеко, но все-таки Якутия – это регион возможностей. Это регион, где развиваются креативные индустрии. Это регион, который обладает культурным кодом. И сейчас мы это докажем. Да. Вот следующий слайд, да, вот этот слайд нам говорит о том, что мы самый большой регион или административно-территориальная единица в мире. Наша общая площадь больше 3 миллионов тысяч километров. И нужно понимать, что у нас проживает здесь меньше миллиона населения, и, конечно, получается, что плотность населения 0,32 человека на квадратный километр. Мы самый большой регион с самым низким среди субъектов Российской Федерации плотностью. Что касается нашего развития, да, но можно сказать, что мы национальный регион, мы представлены, и наше население говорит на 2 государственных языках, якутский и русский язык, и мы как ресурсный центр, порой выезжая в наши улусы, у нас так называются районы, мы говорим на 2 языках для того, чтобы было понятно, чтобы передать компетенции, и действительно наши целевые группы на языке родных берез, мы это называем. Да. Ну, а там, где проживают коренные малочисленные народы севера, официальными языками являются языки этих народов. У нас очень много муниципальных образований, их целых 36, и только 2 городских округа. Ну, прежде всего, Якутия для многих известна как спортивная республика. Наверное, немного таких регионов, которые как раз-таки владеют такой большой качественной спортивной инфраструктурой. У нас огромное количество стадионов, бассейнов, спортивных комплексов, центров олимпийской подготовки. Но спорт номер 1 в Республике Саха-Якутия – это вольная борьба, и вы видите черно-белую фотографию внизу слева. Это как раз-таки триумф наших борцов, вольников, которые одновременно на одной Олимпиаде в Монреале завоевали 3 олимпийские медали. И поэтому действительно эти виды спорта, не только вольная борьба, но и бокс, легкая атлетика. Вы видите фотографии, это Сардана Трофимова, которая сейчас является 5-кратной чемпионкой по марафону. Это вот все наши представители нашей республики. Мы гордимся тем, что в Республике Саха-Якутия была зарождена игры международные дети Азии. И если в 1996 году эта идея была предложена и поддержана первым президентом Республики Саха-Якутия, то сейчас вы прекрасно можете следить и тем, что в Кемеровской области, в Кузбассе проходят зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Это наша история, и до сих пор огонь игр «Дети Азии» берут именно с Ленских столбов из Якутии.
Вот. И помимо этого, наверное, одна из уникальных возможностей вообще инфраструктуры Якутии о том, что она до сих пор пропагандирует национальные виды спорта. Спорт, у нас есть две свои якутские олимпиады, спартакиада игр национальных видов спорта и спартакиада якутская. И помимо этого еще есть игры спортивные среди малочисленных народов Севера, спартакиада народов Севера. Вот. И, ну вот, коротко говоря, про спорт, наверное, вот таким вот образом. Да, и про креативные индустрии. Наш регион в прошлом году объявлен самым креативным регионом в Российской Федерации. Мы вообще в Якутии очень любим говорить, что мы самые. Да, у нас новости всегда начинаются с того, что где мы победили, какой у нас приз, какая медаль, заслуга и так далее. Но это действительно не на бумаге, хотя первое, с чего, наверное, началось, когда председатель правительства Республики Саха-Якутия, а ныне губернатор Камчатки Владимир Солодов, он издал распоряжение правительства в 2019 году об утверждении концепции развития креативной экономики в Республике Саха-Якутия. Я хочу обратить внимание, что мы опередили Российскую Федерацию практически на 2 года. И это действительно у нас работает. Сейчас я это докажу. Во-первых, креативная экономика Якутии, она представлена развитой IT-отраслью. У нас это 85% экспорта IT-услуг представлено в Дальневосточном федеральном округе. Самый первый крупнейший IT-парк на Дальнем Востоке и с активными резидентами. И до недавних событий у нас было две компании-единороги, так называемые, которые уже являются миллиардеры в рублевых и миллионеры в долларовом эквиваленте, которые представляют собой гейм-индустрию и индрайвер. Не знаю, есть ли в Челябинской области. Это такой вид такси, скорее всего, извоз, даже не такси, а извоз, который, смотрите, уже в 33 странах нашел свое место. И у нас 118, уже больше резидентов IT-парка. Среди них очень много молодых креативных ребят, которые в том числе участвуют в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Я могу еще добавить о том, что республиканский конкурс «Моя профессия IT», которая была республиканским конкурсом, было предложено Михаилом Мишустиным, председателем правительства Российской Федерации, передать статус всероссийский. Буквально сейчас уже идет прием заявок среди коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей «Моя профессия IT». Поэтому приглашаем к участию во всероссийском конкурсе «Моя профессия IT», который идет прямо сейчас. Да, и гейм-индустрия развивается у нас тоже семимильными шагами. И есть уже такие гибридные игры, которые нравятся не только в нашей стране. Не буду перечислять те страны, где домохозяйки очень сильно полюбили игры, разработанные двумя ребятами из Якутии, братьями Ушницкими. Это компания Майтона. И еще у нас есть уникальная история, которая уже в быту называется Саха-Вуд, то есть якутское кино. Мы лидеры регионального кинопроизводства в России, и наши кинотеатры сейчас выживают за счет сборов, показов именно якутского кино. На якутском языке, на русском языке, с субтитрами и так далее. Мы все фанаты этого кино, и смотрите, более 120 фильмов уже снято, а 100 и более стран проката якутских фильмов, в производстве находится большое количество, и, конечно, мы имеем международные российские награды. У нас построен и уже открыл свои двери квартал труда, это креативный кластер в Якутске. Я думаю, что в марте мы уже начнем, мы планируем делать экскурсии для тех, кто к нам приезжает на стажировки из районов Республики Саха-Якутия. Мы проводим конкурс «Инносфера» вместе с целевым фондом будущих поколений для того, чтобы прокачивать креативные навыки сейчас в школах, учреждениях доп. Образования. И вот квартал труда и IT-парк – это именно те площадки, куда мы будем заводить и детей, с экскурсиями, и молодежь, и в том числе представителей сотрудников учреждений социальной сферы
потому что это действительно креативный кластер, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы студии и свои проекты, некоммерческие организации на территории вот этих 14 тысяч квадратных метров, нашли свое место и бесплатно могли размещаться. Следующая история, которой я, кстати, присутствовала на вашем последнем Южноуральском форуме и чуть-чуть рассказывала на площадке по устойчивому развитию и ESG, у нас в 2025 году планируется создание и уже началась стройка парка будущих поколений. Эта история, мы хотим, наверное, быть похожими на Татарстан, и, может быть, на Сириус, да, ну, уже отдельная федеральная единица, где на большой площади и парковой, и также, вот следующий слайд, помещения, которые специально разработаны для прокачки гибких навыков, навыков у детей и молодежи. Мы решили, что это должна быть точка входа. А почему я говорю мы? Есть целая рабочая группа, команда, мы разработчики этой концепции, являемся якорными партнерами парка будущих поколений. Вот такое пространство будет у нас в 2025 году, где мамы, папы, бабушки, дедушки, а также их дети вначале найдут для себя комфортную городскую среду, а дальше мы планируем, что это будет история как открытая библиотека, но самое главное, это Академия будущего будет представлена исключительно для прокачки навыков у детей и молодежи цифровых проектных предпринимательских. Наша задача на выходе подготовить детей и провести такие образовательные программы, чтобы уже надпрофессиональные, предпрофессиональные навыки как раз наше молодое поколение нашло именно в креативных индустриях. Вот почему это я все вам доказываю про то, что мы про креатив. Ну, история такая, что мы это все хотим сделать в виде континентов и в виде океанов. Посмотрим, что у нас получится на выходе. Но программы у нас уже образовательные запущены. Мы не ждем 2025 года, мы чуть дальше о них расскажем. Да. Отдельное вот особое внимание, конечно, на нас всегда обращает культура искусства Якутии, который имеет свой своеобразный культурный код. Мы думаем, сейчас вам докажем. Но один из наших таких брендов и особенного наследия – это национальный праздник ИСЭЛ. Это наш якутский Новый год, который отмечается 21 июня, в день самого длинного солнцестояния. И это действительно огромная для нас и энергия, и душа, и действительно встреча лета. Это благодарность нашим высшим силам АИ, праздник, который отмечается большим скоплением людей, обильным угощением, кумусопитием, танцами, спортивными состязаниями и так далее. И большое внимание уделяется поддержке, сохранению традиционных культур Якутии. И у нас издан указ, и по указу у нас в год культурного наследия был издан этот указ. И у нас как раз-таки наши олонхасупы, запевалы наших национальных сохаев, национальных танцев, пения и кузнецы, они поддержаны специальными стипендиями главы Республики Саха-Якутия. И вы видите справа о том, что у нас есть отдельный день Олонхо, нашего наследия, который включен также во всемирное наследие ЮНЕСКО, День народного мастера, День песни в Якутии. А что такое Олонхо? Это наш эпос, который мы передаем из поколения в поколение. Это устное творчество, которое передается через легенду, более 150 персонажей в одном произведении, борьба между добром и злом, и которая читается иногда даже сутками. Да? И этот эпос Олонхо, оно также отдельно отмечается каждый год на Цехе Олонхо в целях сохранения этого фольклора. Кроме того, у нас большое внимание уделяется именно развитию и сохранению нашего именно традиции в современном ювелирном деле, и есть хорошие практики и примеры о том, что территория
территории опережающего развития, которые ТОРы, имеющиеся на территории Якутии, они как раз-таки имеют такой ювелирный кластер и как раз-таки поддерживают молодых и вообще имеющихся у нас ювелирных производств. Ну, один из ярчайших наших примеров – это наш бренд, наше лицо, это народный мастер Борис Неустроев Мандар-Уз, который имеет пожизненную стипендию главы Республики Саха-Якутия. Он возрождает, сохраняет наше ремесло, вот, производство ножа. У него есть уникальный свой лагерь среди юношей. Он собирает каждое лето юношей и мальчиков, и у него лагерь по как раз-таки производству якутских ножей. И вот сейчас буквально наш резидент, креативный представитель некоммерческой организации «Белое солнце», «Дети солнца», она как раз-таки снимает документальный фильм про Мандар-Уз. И поэтому те, кто приедет в Якутию, мы очень надеемся, что будут удостоены, и вы, возможно, увидите этот фильм документальный, познакомитесь с Мандар-Уз и посетите как раз-таки его наследие, которое сейчас он строит из бересты огромную урасу. Ну и мужчинам очень интересно, да, вот ножи, это инструмент, это действительно сохранено, и такая сталь, которую можно использовать для охотников, рыболовов, любителей. Ну, это инструмент, который у нас каждый мужчина, конечно, обладает, и мальчикам это дарят обычно уже в детстве. Ну и наша легенда якутской моды, российский дизайнер-модельер, человек с мировым именем, который делала очень много международных выставок во многих европейских странах и в Азии. Это Августина Филиппова. Я смело могу сказать, что она резидент единого ресурсного центра. Мы и с ней тесно работаем, с ее фондом поддержки наследия Августины Филипповой. И с волнением ждем результаты президентского фонда культурных инициатив, на которые наша команда также принимала участие в разработке ее проекта, в создании ее наследия. Да? Вот. Но самое богатство Якутии, она заключается не только в ее недрах, не только в ее спорте, искусстве, культуре. Прежде всего, самое главное богатство Якутии – это люди, это прежде всего жители, местные сообщества, это активные граждане, неравнодушные люди с добрыми проектами, это лидеры некоммерческих организаций, которые непосредственно работают во благо развития территории республики. Ну и, наверное, нужно уже рассказать, кто мы такие. Вот сидят две дамы, которые рассказывают вам что-то, а что мы представляем, какую организацию. Вообще мы созданы, я бы сказала, по образу и подобию Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Наши уставы очень похожи, потому что мы дружим с Михаилом Юрьевичем, и вот сообщество ресурсных центров, которое имеется в Российской Федерации сейчас, это дружное сообщество, ресурсное действительно, и мы поддерживаем друг другу. У нас сегодня была встреча со Светланой Геннадьевной Маковецкой, летом на форуме у нас были коллеги из Архангельского ресурсного центра, Новосибирского, Приморского и так далее, и мы созданы не так давно, на самом деле, на базе некоммерческой организации нашего частного фонда «Семья для ребенка», созданы по распоряжению нашего друга господина Солодова 3 года назад. И наша цель очень схожа с Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, но мы расскажем вам, наверное, об уникальности. Потому что понятно, что нашими благополучателями являются активные граждане, некоммерческие организации, органы местного управления, да, но местные сообщества, конечно, да. Но чем мы отличаемся и в чем наша уникальность? Это в том, что нашими целевыми группами являются дети и молодежь. И уже 3-й год мы качаем проектные навыки у детей и молодежи. Мы поняли, что так будет дешевле, проще и быстрее рассказать им, что такое проектирование. У нас среди волонтеров еще есть корпоративные волонтеры, так как нашими благополучателями являются бизнес-компании. И еще уникальная, я считаю, целевая аудитория – это менторы, наставники из числа специалистов образования, культуры, креативных индустрий, ну, также соцзащиты и некоммерческих организаций, конечно.
Команда наша представлена таким образом. Ну, будем говорить, что она молодая, она перспективная. И над тимбилдингом мы тоже работаем время от времени. Кстати, у вас на Южноуральском гражданском форуме я рассказывала о командном лидерстве, командном управлении, что очень важно у нас внутри, мне кажется, некоммерческих организаций соблюдать. Но это про погордиться некоммерческими организациями на Дальнем Востоке. Я считаю, что на душу населения в Республике Саха-Якутия 2300 с лишним НКО – это вообще клондайк. И очень большое количество людей, у которых такая высокая гражданская позиция для того, чтобы объединиться, создать организацию, но и не обязательно, собственно, и создавать, потому что местных сообществ у нас более 2300, мы провели исследование, а это не только фонды местных сообществ, это не только объединение людей, да, по территориальным, но это еще исторические культурные единицы, которые на якутском языке звучат как тёльбе. И это уникальная история, которую нужно сохранять и развивать. И сегодня на гражданском форуме «Аллилуйя» прозвучало таки, что, и спасибо Светлане Геннадьевне, она поддержала нашу инициативу о том, что нам нужны конкурсы для физических лиц, такие, как есть у вас, как есть в Югре, мы хотим быть похожими на вас, потому что есть лидеры с своими инициативами. И мы считаем, что мы с вами, коллеги, некоммерческие организации, мы инвесторы или коридоры для инвестиций, потому что, вот смотрите, только в Республику Саха-Якутия за 3 года, ну, непростые, да, годы ковида, позапрошлом году у нас тоже были пожары, беспрецедентные пожары, это природный катаклизм, мы считаем, так же, как у вас, собственно. И мы все знаем последние события, и несмотря на это, или во имя, да, объединения ресурсов, мы привлекли вот такую сумму на территории республики и из разных грантооператоров. Мы администрируем конкурс грантов главы Якутии, и это достаточно большая сумма на не такое большое количество НКО, и в этом году мы вошли в десятку регионов, поддержанных фондом президентских грантов, и общая сумма грантов у нас составит 117 миллионов рублей, да, и большое количество участников. Но вот я вам говорила про бизнес-компании, что это наши благополучатели. На форуме на одной из площадок я рассказывала, по-моему, отклик был, да, вот мы все равно, несмотря на все геополитическое вот состояние сейчас и внешнеполитическую историю, все-таки должны с вами быть в тренде. Один из трендов – это цели устойчивого развития. И они были приняты ООН, и крупный бизнес, и средний бизнес, акционерные компании вообще обязаны иметь программы ESG, вот так переводится ESG, экология, социальная политика, корпоративное управление, в своем арсенале. И вот в этих, смотрите, вот в этих целях 17-е, самое главное, я считаю, что нас объединяет, власть, общество и бизнес, это партнерство в интересах устойчивого развития. Но также устойчивые города, устойчивые населенные пункты, да, ликвидация нищеты, равенства, сохранение экосистем и так далее. Поэтому мы с вами, некоммерческие организации, так или иначе в этом участвуем, но в чем наш интерес-то может быть, или как мы можем быть интересны крупному бизнесу, вот как раз мы организовали в прошлом году летом перед нашим ИСЭХом, перед нашим Новым годом. У нас Новый год, приезжайте к нам 21-22 июня, в день летнего солнцестояния. Мы отличаемся от других, мы встречаем солнце, качаем эту энергию, потому что у нас так холодно, и нам надо зарядиться. И все, кто приезжает к нам, ну, в Якутске это бывает одновременно до 300 тысяч человек, и ровно за день до ИСЭХа в прошлом году мы провели этот форум партнерства в целях устойчивого развития. Задача прокачать территории, установить, вот, повысить качество жизни на территории, объединить власть, общество, бизнес. И самое главное, вот мы говорили о лучших практиках. Да? И давайте посмотрим, кто был на наших полях нашего форума. Вы точно увидите здесь знакомые лица.
Вы видите здесь Марину Михайлову, Елену Малицкую, Светлану Баженову. Также у нас был представители Алроса, Алмаз-Регионбанк, Алмаза Анабара, компания Полиметалл, которые присутствуют на территории Республики Саха-Якутия, Селигдар. Мы пригласили также внешних участников со своими ESG-программами. Они поделились, как развивается корпоративное волонтерство, грантовые конкурсы бизнеса, компания Феска, компания Металлинвест, компания Норникель. Поверьте, это очень классный инструмент для объединения усилий, для того, чтобы мы вдруг посмотрели друг другу в глаза и узнали, оказывается, в зоне присутствия, например, нашего национального банка, Алмаз-Регионбанка, есть некоммерческие организации. Они могут принять участие в конкурсе, который мы администрируем в том числе, и это небольшие средства, да, это не так много, но получается, что нам очень нравится работать с бизнесом. Почему? Они просчитывают совсем другие KPI, и для них вот эти контрольные ключевые точки и их качественные, количественные результаты они считают настолько, что нам стало приятно работать. То есть мы считаем в конце на средства грантов, сколько посажено растений, цветочков и деревьев, сколько оказано услуг, сколько привлечено софинансирование и так далее. И самое главное, НКО получают гранты и корпоративные волонтеры тоже на свои некоммерческие проекты. И у нас есть уникальная история, очень схожа с вашей. У вас есть, насколько я помню, фонд «Металлург», которому тоже уже там около 30 лет, нашему целевому фонду будущих поколений Республики Саха-Якутия в этом году 30 лет, и это является нашим донором, эта организация, она финансируется за счет крупных пожертвований наших природопользователей. Ну, грубо говоря, компания «Алроса» является нашим донором посредством целевого фонда. Они финансируют такие проекты, как парк будущих поколений, как центр компетенции по вопросам городской среды лета, лаборатория детства, детские инновационные центры, и построено очень большое количество инфраструктуры социальной сферы. Вы не представляете, у нас 11 театров, у нас в каждом районе есть дома культуры, дома духовности, центры духовности, как сказала Надежда, у нас спортивные объекты, и даже социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних у нас есть, которые вот буквально недавно построены на средства крупных природопользователей. Это, конечно, нам помогает, да, нам здесь, в нашей холодной Якутии, выжить и объединить усилия в том числе, потому что вот во время беспрецедентных пожаров, да, а в позапрошлом году помощь гражданам пострадавшим была не только нашим общественным центром, который был создан стихийно тогда волонтерским корпусом, нашими некоммерческими организациями, блогерами, представителями бизнеса и, конечно, представителями власти, но когда у нас горело целое село Бескёль, и это была, конечно, трагедия для людей. Это сельскохозяйственный район недалеко от Якутска, и Михаил Юрьевич Комиссаров посещал этот район горный. Он очень вдохновился, собственно, это и была, наверное, такой инсайт для него. Но нам что нравится, что мы не одни, и вот эти 3 компании помогли отстроить 40 домохозяйств, полностью отстроили свои дома. И все, так скажем, что все постройки сельскохозяйственные, в том числе, которые у них были на территории домохозяйств. Следующая наша уникальная история – это исследование потенциала гражданского общества. То, что мы делаем и по поручениям, и уже в рамках проектов, кстати, поддержанных фондом президентских грантов. Последнее исследование сегодня вручила нашим коллегам из Пермского ресурсного центра. Но наше плюс здесь какой? Около 2000 респондентов. Мы изучаем не только некоммерческие организации, но и местные сообщества. Они нам говорят о проблематике и о готовности участия в различных общественных волонтерских движениях. Прямо сейчас можете пройти по QR-коду. Да, кстати, можно скачать на слайде и посмотреть вот второе исследование потенциала некоммерческой организации местных сообществ. Да.
Дальше мы проводим курсы повышения квалификации по программам образовательным, и мы уверены, что те, кто войдет в наш проект, пройдут наши образовательные модули, станут счастливыми обладателями удостоверения повышения квалификации установленного образца. И, конечно, мы это делаем не только для НКО, мы это делаем для органов власти, и сейчас мы начали уже стажировки для наших муниципалитетов. И это здорово, когда приезжает команда, мы прокачиваем, и команда после стратсессии, после образа будущего совсем с другими, мне кажется, уже видением, да, отправляется в свою территорию и начинает ее прокачивать. Следующий слайд. Почему не работает? И у нас имеется портфель проектов. Не знаю, есть ли у Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала портфель проектов, надо у Михаила Юрьевича спросить, но у нас он есть, и он достаточно большой. И мы также, как и вы, участвуем в грантовых конкурсах, выигрываем, привлекаем дополнительные средства, но не только для себя любимых, но и для того, чтобы в разных областях привлекать ресурсы. И слева KPI единого ресурсного центра за 3 года, более 10 тысяч человек. И мы и качаем Арктику, у нас есть интерактивная карта, поддержанная фондом Потанина. Мы работаем с выпускниками детских домов, поддержанным фондом Тимченко. У нас есть Центр благотворительности, добровольчества, и сейчас расскажем про Арктическую креативную академию. Чуть позже карта у нас есть на портале. Мы, конечно, были вдохновлены порталом Югры, и сейчас хотим к ним поехать на стажировку, но есть к чему стремиться. Конечно, эту карту еще нам надо докручивать, но мы видели, у вас на портале есть атлас лучших практик. Я думаю, что результатом и продуктом нашего проекта точно должен стать атлас лучших практик и технологий проектов Якутии и Челябинской области. И вот это уникальный проект, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив, компания «Алроса», Целевой фонд будущих поколений, правительство, Эльга Уголь в том числе. Очень интересный проект. Я вам говорила, что парк будущих поколений имеет свое начало уже прямо сейчас. И, собственно, для содействия развитию творческого потенциала, гибких креативных навыков, а также духовных, нравственных ценностей у детей и молодежи именно в Арктике, в 13 арктических полусах, мы затеяли этот проект. И вот там-то мы как раз и начали готовить школу менторов, и это все в Арктике, из числа сотрудников библиотек, клубов, школ. Мы создали 7 креативных пространств, и очень хорошее оборудование. Сейчас прямо главы районов, замглавы на самолете, у них провоз всего 20 килограмм, а у нас лететь 3 часа в другой конец, и это очень дорого. Вы не представляете, какая у нас инфраструктура вся, это и логистика очень сложна. Или по зимнику можно ехать несколько дней и не доехать. Это не ваши трассы, к сожалению, нам еще пока далеко. Но мы также качаем проектную мастерскую, мультилингва Арктики, IT-технологии, программа Медиа и Кинолаб. И самое главное, что сейчас объявлен конкурс формирования цифрового архива нашего наследия культуры Республики Саха-Якутия «Календарь предков». Да, и в этом же проекте мы разработали такой дневник проектировщика, который, кстати, помогает и взрослым создать свой проект за неделю и изменить мир к лучшему. Вот, и все-таки благотворительность и добровольчество у нас не остается в стороне. Да, и современные вызовы. И современные вызовы нас приводят к тому, что здесь мы никак не можем сложить руки, и все началось даже не с ковида, а с выпускников детских домов, с наставнического центра. Есть у нас такая технология работы с выпускниками, подготовка к самостоятельной жизни. Но сейчас наш проект продолжается по спору вещей, не только в Якутске, но в Алдане, Нерюнгри и в Мирном. И это история про помощь, в том числе уже и новым целевым группам, да, потому что вызовы действительно есть, и тут тоже есть чем поделиться, есть технологии. Мы проводим школы социального волонтера, корпоративного волонтера.
Надо сказать, что социальные волонтеры – это особая история, да, проектные мастерские, клуб благотворителей, такая технология, может быть, кому-то известна, и акции «Дари добро». Ну и, собственно, про проект «Надежда». Мы плавно Расскажите. переходим, но переходим уже к презентации, для чего мы сегодня здесь собрались и с какой инициативой мы идем к вам в Челябинскую область в целях повышения эффективности деятельности некоммерческих организаций, местных сообществ, добровольцев, органов местного самоуправления через внедрение передовых межрегиональных практик и технологий. Резюмируя то, что рассказала Ольга Анатольевна, я хочу сказать, что прежде всего мы хотим вам дать такую вообще мысль о том, что нам есть что рассказать, Ольга Анатольевна, нам есть чем поделиться, и поэтому вся вот история проекта на самом деле про наш опыт. Все, что мы прошли через барьеры, риски, возможности, ресурсы, новые команды и так далее. Поэтому вся вот то, о чем мы будем говорить, это все наши кейсы. Вот, наши инструменты, все, что мы наработали, где-то увидели, подсмотрели, опробировали, масштабируем, и сейчас хотим с вами поделиться. Поэтому вот как-то так. И цель проекта, она звучит как сам проект, это повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, местных сообществ Челябинской области через внедрение передовых межрегиональных практик и технологий. Задачи у нас таковы, что это тиражирование практик и технологий, это обмен опытом и технологиями развития некоммерческих организаций, местных сообществ, вовлечение жителей в решение социальных проблем и повышение уровня профессиональной компетенции. Целевая аудитория исключительно это целевая аудитория Челябинской области, лидеры вашей области некоммерческих организаций, лидеры местных сообществ Челябинской области, специалисты органов местного самоуправления Челябинской области и добровольцы Челябинской области. Можно, чтобы работа. Угу. Мы сейчас находимся на первом стартовом мероприятии Телемост партнерства регионов Якутия, Челябинская область. Поздравляем всех нас со стартом этого проекта. Ура! Мы всю нашу практическую деятельность, наработанный опыт мы упаковали специально для вас в 2 образовательных модуля. Они будут включены в образовательный модуль «Стратегия развития некоммерческих организаций и местных сообществ» и в образовательный модуль, специально разработанный для вас, это развитие территорий, территориальное общественное самоуправление, фонды местных сообществ и 3 места – это наши общественные пространства. И также результатом нашего проекта будет обязательно это издание такого межрегионального сборника практики и технологий с доказанной эффективностью. То, что у вас сейчас получается, то, что у нас получается в Якутии, мы предлагаем нас объединить наши усилия, наши практики и технологии, в том числе проекта. Ну, добро пожаловать в проект. Прежде всего мы хотим передать, вообще сфокусироваться на миссии, стратегии развития, на образе будущего некоммерческих организаций и местных сообществ. Очень важно, чтобы некоммерческие организации, лидеры местных сообществ владели инструментом свод-анализа деятельности организации, но кроме того, они сейчас в рамках проекта ее провели. Даже если свод-анализ когда-то он был проведен, нам было бы интересно вместе с вами ее пересмотреть, ее провести заново. Никогда это не мешает, да, это наоборот помогает. Нам бы очень хотелось фокусироваться на миссии, видении, принципах, ценностях организации, потому что это очень важно, это основа вообще любого сообщества, любой организации, потому что без миссии, без видения и ценностей, принципов невозможно развивать и решать те социальные проблемы, которые вы хотите решить и для чего вы созданы. Очень важно для организации сообщества иметь стратегию развития организации сообщества. Даже если она у вас есть, мы можем ее пересмотреть, и наши эксперты в этом могут помочь точно. И только после этого мы можем говорить о плане фандрайзинга, о привлечении ресурсов в развитии территории. И вот такой вот фокус у нас будет сделан в наших образовательных форумах, мероприятиях. Наши образовательные модули будут сфокусированы на конкретные инструменты работы по развитию территорий. Это те технологии конкретные, методики, инструменты, которые мы применяем, когда работаем с нашими некоммерческими организациями, местными сообществами, и то, что мы передаем им в руки для того, чтобы они непосредственно шли к своему населению, к своим сообществам, к своим жителям и провели с помощью этих инструментов, узнали, какая зона проблем имеется,
что нужно сделать, каких ресурсов не хватает, а какие возможности у нас есть и какие риски могут быть. И иногда чаще бывает такое, что когда люди пишут проекты на разные грантовые ресурсы, иногда не имеют тех ресурсов, которые имеются на территории. Мы очень хотим, чтобы вы, овладея этими инструментами, могли действительно посмотреть по сторонам. На самом деле ресурсы бывают уже на территории. И это как раз-таки вот эти технологии, инструменты мы упаковали в карту сознания, так называется один из инструментов, пицца-сообщество, который мы считаем, что это базовый инструмент для работы в малых территориях, да, это технология активизации человеческих ресурсов, это и команда, и добровольцы, и это наша такая авторская, можно сказать, да, ну, то, что мы добавили имеющуюся технологию в стратегической сессии проведения на территории, мы добавили вот такой вот элемент, что мы делаем на 25 лет. А получается ли увидеть свою территорию через 25 лет? Кроме того, наш образовательный модуль будет сфокусирован на продвижении проектов, на привлечении ресурсов в общественную добровольческую деятельность. Абсолютно не на своем примере мы вам расскажем, как это у нас получается. И без информационной открытости, без медиаактивности невозможно развивать организации сообщества. Есть такие инструменты, как социально-мотивационные ролики. Где-то это ролики выстреливают, где-то это не работает. И есть такая технология социального кино, когда действительно мы можем показать для широкой аудитории, привлечь иногда даже хорошие финансовые инвестиции, когда люди видят и действительно могут тут же перечислить вам деньги. Кроме того, очень важно презентовать, когда ты имеешь миссию, стратегию организации, ты умеешь презентовать свою организацию за 3 минуты, за 1 минуту. И мы очень хотим, чтобы вот эта вот технология самопрезентации, она была у вас, что вы могли рассказать и делать качественные презентации. Кроме того, мы будем говорить, естественно, про фандрайзинг некоммерческой организации, как она у нас устроена не только в едином ресурсном центре, но и в нашей второй организации, в фонде «Семья для ребенка», которому уже 10 лет. Мы будем говорить о платных услугах, не только о социальных услугах и на выходе рынка услуг, а вообще должны ли быть платные услуги у некоммерческих организаций, как они помогают им не только выжить и вообще про устойчивость, о том, что любая организация, даже в местном сообществе, должна быть устойчивая финансовая модель, которую вы имеете, которую вы ее развиваете, да, и на основе чего. Кроме того, продолжая историю с нашим проектом по развитию благотворительности и добровольчества, мы вообще в фонде «Семья для ребенка» этим занимаемся 10 лет, и есть что рассказать, тоже поэтому мы расскажем вам вообще про школу социального волонтера, про школу корпоративного волонтера, но хочу сказать о том, что всегда стоит такой вопрос, да, должна ли быть программа вообще подготовки добровольцев в некоммерческой организации. По моему мнению, по нашему мнению, вообще любая некоммерческая организация должна иметь программу подготовку добровольцев именно под себя, да, вот, но все равно должна быть насмотренность, и мы можем поделиться с нашим инструментом, с нашей программой подготовки волонтеров, расскажем, как у нас сейчас удается развивать сеть гуманитарных пунктов гуманитарной помощи, как нужно сделать, где нельзя ставить пункты гуманитарной помощи, расскажем вам первый наш опыт вообще в регионе, как мы открывали наставнический центр, квартиру и тренажер для выпускников детских домов. Это уникальный кейс, и это действительно был проект такой инсайт, который нам действительно помог показать, как вообще построена система неправильно, может быть, где-то правильно, подготовки к самостоятельной жизни вот такой уязвимой группы населения, как выпускники детских домов. При поддержке Да, при поддержке еще бизнеса в том числе. Также мы расскажем про наш тоже интересный кейс. Это антикризисный центр во время пандемии для выпускников детских домов. На самом деле выпускники детских домов – это уязвимая категория населения. Вместе с ними также в этой уязвимой ситуации оказались очень много категорий населения на самом деле во время пандемии. И также мы с вами поговорим про круг благотворителей, про живой фандрайзинг, про ярмарку проектов, которые иногда неуместны, когда встречаются только некоммерческие организации, друг на друга смотрят. То, что нужно обязательно проводить такие ярмарки проектов для того, чтобы она была интересна, креативна, и туда пришли еще бизнес-компании. Да? И форумы КСО, то, что мы проводим, и каковы вообще социальный и вообще общественный эффект от проведения таких форумов. Мы будем сфокусированы на тему командообразования. Я думаю, что это
тоже есть у нас. Ну да, и я уже у вас в феврале, по-моему, вот, да, ну, не в марте, а в феврале прилетала в прошлом году в Челябинскую область, и на какой-то из турбаз я проводила как раз тренинг «Как не сгореть в НКО». И мы говорили, что мы все супермены, но мы чуть-чуть сгорели. Посмотрели на тренинге, что, кстати, в Челябинской области это не все так плохо, как в других регионах, например, я этот тренинг веду. Мы поговорим про активизацию человеческих ресурсов, потому что я считаю, что особенно муниципальные ресурсные центры, мы все говорим про внешние ресурсы, но насколько мы внутри устойчивые, насколько мы твердо стоим на ногах, и мы находимся в гармонии с самим собой, качаем эмоциональный интеллект, да, стрессоустойчивую, и готовы взять на себя, помогать тем же нашим целевым группам в трудной жизненной ситуации. Непростые проекты у нас порой. И вот командообразование – это вот командное лидерство, это когда мы взаимодополняем и замещаем друг друга. И Михаилу Юрьевичу Комиссарову как раз понравилось, что наша команда, у нас, в принципе, ну, мы приближаемся к менеджменту такому бирюзовому. То есть перед каждым человеком поставлена задача, мы знаем, кто чего должен достигнуть сегодня, и взаимозаменяемость абсолютно полная. Поэтому есть чем поделиться, но я хочу сказать, что нам очень важно, что услышать вас. И все-таки это телемост, я думаю, что в формате диалога мы должны будем выстроить вот это взаимодействие для того, чтобы, поделимся мы, но, очень важно, чтобы вы нам открылись и рассказали, как у вас, потому что нам-то этот проект нужен для того, чтобы взять самое лучшее с Урала. Но предвкушая, что будет у нас в нашем образовательном модуле, мы хотим просто рассказать про наш уникальный район, на практиках, в которых мы хотим тоже сфокусироваться. Это Горный Улус, где имеется муниципальная целевая программа развития именно некоммерческих организаций. И что удивительно и интересно, то, что 4 поселения из 9 поселений, они имеют собственные программы уже на уровне маленьких сел, где проживает всего там 250 человек, 500 человек. Независимо от этого, главы еще выделяют средства и на отдельную программу, да. Кроме того, этот улус, вы видите о том, что 12 тысяч всего проживает, но 40 некоммерческих организаций, которые живы, и они 100% все участвуют в федеральных и региональных грантовых конкурсах, в других конкурсах. И вы видите о том, что с 2014 года этот улус выиграл 131 проект, то есть на поддержку, да, и созданы только при участии этих некоммерческих организаций. У них созданы 4 сквера, 5 спортивных, 5 детских площадок. Вот такие вот уникальные истории. Но этот улус еще славится на федеральном уровне уже в том, что он имеет свой дизайн-код. Это, я думаю, что это про любовь, про мечту, чтобы моя территория развивалась, выделялась и сохранила свой код культурный в том числе. Это уникальная тоже история, которая распространяется среди наших муниципалитетов, когда выпускники детских домов, тоже это про любовь, про мечту, они вот делают свои скверы и дарят своему наследию, селу, улусу, городу вот такие вот скверы. Кроме того, мы расскажем на наших образовательных форумах про наши кейсы, как мы развивали наши 13 стратегических улусов районов, которые находятся за пределом полярного круга, то есть за полярным кругом, и как мы работали и работаем до сих пор с родовыми общинами коренных малочисленных народов Севера, насколько у них трудно, сложно там, но насколько они имеют такую энергетику и вообще мечту о том, чтобы сохранить то, что у них имеется, да, сохранить свой национальный танец сяди, в том числе эвенский танец, и донести его до всемирного наследия ЮНЕСКО. И это мечта не рядового активного гражданина, это мечта оленевода, который живет на стойбище, но он пишет проекты ради того, чтобы действительно донести все наследие свое до всемирного наследия ЮНЕСКо. Не все могут, наверное, так. И расскажем про тот наш тоже проект интересный по развитию малых городов и сел, который тоже нам очень много дал.
и для команды, для опыта единого ресурсного центра, но и для самих территорий, когда действительно впервые жители собрались под одной крышей и постратегировали на образе будущего своих сел и территорий. Но это вот один из заключительных мероприятий нашего проекта. Это зарождение такого межрегионального сборника практик и технологий. Я думаю, что на одной из встреч мы уже будем говорить и рассказывать друг другу, не только мы, но и вы расскажете про свои практики и технологии, которые получаются и которые можно легко взять и где-то масштабировать и опробировать. Вот, это наши контакты. Вы можете скачать и наблюдать за нами в Телеграме, ВКонтакте, и у нас есть свой сайт, ну, достаточно информативный, я считаю. И сейчас, в принципе, все, что мы хотели донести до вашего сведения, мы это сделали. И сейчас мы можем включить микрофоны. Какие у вас есть ожидания? Мы хотим услышать, получить обратную связь, понять, насколько вы готовы участвовать в нашем проекте, а может быть, есть запрос в ожиданиях, да, что бы вам хотелось получить от нас, мы бы подготовились и точно через коллег, наших партнеров, через сотрудников Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала вы узнаете о том, что когда будет наша следующая встреча, и мы уже начнем с вами вот эту образовательную историю. Но еще раз хочу сказать, что мы здесь не учителя, и нет пророка в своем отечестве. Нам очень важно узнать, как это происходит у вас. Да, если есть кому что-то сказать, можете написать в чате, кто готов. Если нет вопросов, вообще мы понимаем, что мы ворвались в ваш обеденный перерыв. У нас уже достаточно темно, и рабочий день тоже давно закончился. Мы понимаем, коллеги, что... разрешите задать вопрос? Конечно. Добрый день, меня зовут Горячев Алексей, я являюсь директором Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Челябинской области. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу инициативу, что вот такой проект вы будете реализовывать для нашей аудитории. Мы, конечно же, заинтересованы посмотреть на практики деятельности территориальных общественных самоуправлений вашего региона. Также нам интересны будут практики по созданию малых предприятий, да, ну вот на сельской местности, к примеру. Вот вкратце, на что я бы обратил внимание. Хорошо, спасибо. Как я говорила, что у нас достаточно большое количество отпельбе, да, это зачастую не зарегистрированные, но иногда это и ТОСы зарегистрированы на муниципальном уровне, ТОСов у нас не так много, но именно сегодня подведены итоги и распределены средства среди ТОСов в Республике Саха-Якутия. И, конечно, у нас есть уникальные практики развития территорий, и порой наши ТОСы, они предлагают и услуги гостеприимства, да, уже развивают эту историю, потому что мы сейчас все, мне кажется, работаем на внутренний туризм, да, развитие. И наши ТОСы, которые, ну, зачастую не зарегистрированы в органах юстиции, они представляют собой, это те же жители удаленных наших населенных пунктов, которые занимаются традиционным природопользованием. Вот что интересно, это охота, рыбалка, это оленеводчество, да, и это тоже может быть интересно. Ну, вот горный район, который мы показывали, мы точно их практики должны будем вам представить, потому что вот этот дизайн-код, когда улица на улицу, да, квартал на квартал, и у них в каждом квартале есть по ТОСу, и есть практики, ну, просто замечательные. И уже организации, которые, мне кажется, холдинги имеют. То есть и некоммерческую организацию, и коммерческую, и фермерское хозяйство ведут, и осуществляют некоммерческие проекты. Поэтому, конечно, мы вот на примере горного района, Хангаласского района, мы вам обязательно расскажем, но будем рады услышать и ваши.
Ну, вообще практики местных сообществ нас интересуют. У вас вообще сформировался уже запрос такой от руководителей сельских поселений о создании как раз вот либо ТОСов, либо каких-то некоммерческих организаций, которые могли бы привлекать дополнительные внебюджетные средства для развития своих территорий. То есть и мы готовы поделиться какими-то своими практиками с вами. Ну и от вас, Да. конечно же. Отлично, благодарим за предложение. И у нас еще очень здорово развивается программа ППМИ, то есть это инициативное бюджетирование. Ежегодно из бюджета региона выделяется 500 миллионов рублей на проекты, которые по факту поддерживают с ходом, да, решений местного населения. И эти проекты бывают иногда очень они просто уникальны. Вот здесь было бы интересно посмотреть, если есть такие практики по привлечению партнеров для составления и оформления эскизных проектов, сметной документации. То есть мы вот сталкиваемся с проблемами, что местные сообщества, да, активисты, они не всегда имеют, так скажем, профессиональные навыки, знания вот по формированию пакета документов для выдвижения инициативного проекта. И вот было бы очень интересно, если у вас какая-то практика есть, тоже познакомить нас с этим. У нас есть тоже интересные наработки с проектными бюро. Я постараюсь также пригласить непосредственно партнеров, с кем мы сейчас взаимодействуем, чтобы они тоже дали свои, рассказали о своей работе. Хорошо, Спасибо. и еще вот у нас интересная практика с прошлого года. Якутия вошла в пилот именно вот в эту системе инициативного бюджетирования. Сейчас у нас поддерживаются проекты, предложенные школьниками, детьми и молодежью. Теперь мы слушаем не только взрослое население. И это как раз вот тот посыл, когда мы говорим, что будущие поколения, они рядом, они завтра, это уже взрослое население, и их проекты тоже интересны. Причем в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Они могут предложить проект, и значит, сообщество местное обязано рассмотреть. Это тоже интересная практика. Мы сотрудничаем. У нас эту историю курирует Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Мы с ними сотрудничаем. И есть пилотные территории, в которые мы заходили, вот, Мадуцкий наслед Намского улуса, где нет НКО, где нет ТОСов, и только история с инициативным бюджетированием помогла достроить детский сад, сделать электрификацию, проектно-сметная документация, значит, жилого дома для молодых специалистов, возрождение спортивного клуба и так далее. Это все, вот у нас уникальная практика ППМИ, то есть вот инициативное бюджетирование. Ни одного гранта они не взяли. И им не надо. Вот это тоже практика. Очень интересно. Да. Хорошо, благодарим. Там в чате были Кто-то вопросы. в чате написал, Володя, нам покажешь. Очень интересна работа с инвалидами по спорту, культуре, категория слепоглухих людей и инвалидов с несколькими нарушениями незрячих детей, пишет. Ну, у нас в партнерах есть благотворительный фонд «Харысхал». Мы сейчас логистически находимся в общественном центре. Это 7-этажное большое здание. Мы на 7-м этаже, Харысхал на 4-м этаже. Они по факту у нас являются ресурсным, таким специализированным ресурсным центром для работы с семьями, с детьми с инвалидностью и с ОВЗ. И тогда я думаю, что в следующую нашу встречу мы пригласим генерального директора, да, которая расскажет про практику. У них недавно вот прошел очень хороший акселератор социальных проектов. Да. И действительно там вот этот фонд уникален тем, что он объединил все родительские сообщества
все Мгм. некоммерческие организации, которые работают с детьми с особенностями развития. У них куча проектов, И уникальные услуги, ипотерапия, канистерапия. терапевтическая группа, Мгм. группа передышки и так далее, и театр, инклюзивный театр и так Да, далее. Они очень про это хороший. обязательно вам поделятся. Мы организуем вам встречу. И тоже они сотрудничают, кстати, их поддерживает бизнес-сообщество. Да. Взрослые с инвалидностью также интересуют. Хорошо, мы себе тоже берем на заметку. Благодарим. Есть у нас сообщество людей, которые создают некоммерческие организации. Да, и у нас как раз-таки единый ресурсный центр курирует очень много медицинских Да, организаций. просто всплеск создания, не знаю, как происходит сейчас в Челябинской области, нас радует, и мне кажется, мы повышаем свой профессиональный уровень, некоммерческий сектор, за счет того, что сейчас в наш сектор заходит сообщество медицинских сотрудников, реабилитологи, кто у нас еще, есть очень сложные заболевания, Спиноцеребральные. да, уникальные Апатия. эндемические заболевания, которые присутствуют на территории Якутии, и медики объединяются для того, чтобы решить эти вопросы. Поэтому я думаю, что будет интересно. Ну и наши медицинские услуги в Арктике оставляют желать лучшего, поэтому делают такие мобильные бригады для того, чтобы посещать удаленные уголки. Так что берем на заметку. И есть ли еще? Ну, коллеги, я думаю, что мы будем заканчивать, а может быть, мы на хороший, сегодня пятница, у нас уже вечер, может быть, мы видео включим наше. Пока включают видео про наш национальный праздник. Вы увидите наш Я национальный хочу праздник. сказать, что в Мгм. понедельник на те электронные почты, которые вы регистрировались, мы Наталья, направим для вас как раз-таки анкету сбора ожиданий. да. Да, анкета сбора ожиданий, она придет к вам в понедельник. Мы поняли, какие вопросы у вас есть, какие вопросы включить. И сейчас все внимание Мы на наш... прощаемся, но ненадолго, коллеги. Благодарим вас за участие. Большой привет Уралу. Спасибо большое, коллеги. Благодарим. До встречи. Да, спасибо большое. Кажется, у видео нет звука. Не знаю, можем ли мы услышать звук. Сейчас. Можно еще поделиться ссылкой, и мы там каждый Да, попробуем сейчас. посмотрит. Да, Но в целом картинка очень красивая. а может быть, Наталья Игоревна, получится? позволите еще вот один вопрос? Очень Да, интересно, давайте, кстати, давайте. по цифровым платформам, обзор цифровых платформ, для вот, которые вы используете для выстраивания коммуникации и вовлечения граждан вот в работу НКО. Очень интересно. Хорошо. Да, Спасибо. хорошо. Мы включим тогда нашу историю, но про которую мы сегодня совсем чуть-чуть сказали. Это карта гражданских инициатив. Сейчас, ну, мы ее создали по образу и подобию первой карты, которая была в ЮГРе, то есть активный гражданин, социальный предприниматель, представитель некоммерческой организации регистрирует свой проект на этой карте и инициативу. И мы видим те проекты, которые есть на определенной муниципальной, значит, территории, но также мы видим ресурсы, которые организация имеет, и ресурсы, которыми они готовы поделиться, то есть такой шеринг, да, ну вот фандрайзинг, шеринг, скоро нам запретят использовать эти слова, и мы уже будем говорить по-другому, но вот обмен ресурсами происходит на этой карте в том числе. И когда у некоммерческой организации нету портала, они пристегивают вот в эту ссылку с картой гражданских инициатив. Им это тоже помогает участвовать в грантовых конкурсах, да, это некая информационная открытость. И сейчас Минкультуры и духовного развития Республики Саха-Якутия мы должны подписать соглашение о сотрудничестве. Мы говорим о том, что у нас за 3 года поступило в фонд культурных инициатив более 1000 заявок. Мы фонтанируем просто этими идеями, и эти проекты и поддержаны не только на федеральном уровне, на местном и региональном. И мы точно говорим о том, что нужна
платформа, где мы увидим весь наш креатив, культуру, искусство Якутии, и чтобы мы увидели вот уже вот этот пласт, который делается, а оказывается, вот министерство до конца не знает, какие проекты делают IT, корпорации коммерческие, некоммерческие на местах и так далее. Вот нам надо здесь тоже объединить усилия. Да, попробуем со звуком. Есть звук, коллеги? Есть звук? Нету? А почему нету звука у нас? Почему у нас есть, а там не получается? Ты через демонстрацию зову? Через демонстрацию. И звука нету, да? А так хотелось поделиться теплой солнечной атмосферой. Еще раз попробуем, мы не оставляем. А давайте вы будете нам рассказывать, а мы будем Да. смотреть. Да, а давай ссылку сейчас в чат кинем. Нет, это вот YouTube Нет? ссылка. А, YouTube. Это Владимиру скину. Так, почему не получается со звуком? Заново запусти, просит Мария. Попробуем заново. Вы нам маякните, есть звук или нет. Тогда пусть будет картинка, если даже нету звука. А мы не видим чат, Вова. А вдруг они нам маякнут сейчас? Коллеги, мы посмотрим картинку. Это наш ИСЭХ. Может, микрофон ближе поставить к экрану? А? А вот так? Слышно же вот так? Да, так лучше, да. Пусть идет ключ.
Выключай. То, коллеги, мы с вами прощаемся. Мы с вами прощаемся. Не знаем, что там у нас с видео. Ну, может, картинку вы увидели, почувствовали энергетику Якутии. Да, и вот вы можете ее прослушать и вообще поставить себе на телефон. Ссылка работает? Отлично. Да, кстати, вот Алиса Долгунова, которая поет, она победительница Росмолодежи. Мы ей помогли упаковать этот проект. Да. Она виртуоз игры на хамусе и выиграла на Тавриде конкурс. Благодарим, коллеги. Нам было очень приятно с вами и тепло. Спасибо, Наталья. Наталья, пламенный привет. Очень важны координаторы, ресурсные люди, которые помогают в реализации проектов. Всем привет, благодарим всех участников. Михаила Комиссарова, благодарим Анну Юрьевну и, конечно, всех участников. Здорово. До новых встреч. До новых встреч, мы не В понедельник мы прощаемся. вам отправим анкету сбора ожиданий, так что ждите. Да, всем прекрасных выходных, я согласна. Благодарим. До свидания. Пока.